26 июля, Мурманская область, Североморск, военно-морской парад ко дню ВМФ. 14 кораблей и подводных лодок Северного флота и порядка 30 судов обеспечения демонстрируют свои возможности. Трансляция праздника и салюта организована в прямом эфире. А вот что осталось за кадром. Значит, ребята очень быстро все это действие перезаряжают. Какие-то огромные пушки, я не знаю, как они называются, но бомбят они вообще отлично просто. Ну, походу, видимо, кто-то пострадал, потому что там собирается толпа народу. Ну, какой-то очень неприятный момент. Во время салюта что-то произошло, здесь бегают люди. Это видео сделано в первые секунды после трагедии. На центральной трибуне парню оказывают первую помощь. Позже медики диагностировали переломы челюсти, височной части и затылка. Дмитрия Чемалина перевозят в госпиталь Североморска и вводят в медикаментозную кому. Руководство Северного флота выпускает официальный пресс-релиз. По факту получения травмы военнослужащим Северного флота, находившимся на зрительской трибуне во время проведения 26 июля сего года в Североморске праздничного салюта в честь Дня ВМФ, командованием флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка. Военнослужащему оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы его жизни нет. Обстоятельства травмирования военнослужащего устанавливаются. Среди возможных версий осколок снаряда, но почему-то все чаще звучит и другая. Якобы в Дмитрия неизвестные бросили бутылку. Подобный сценарий исключает какую-либо ответственность организаторов, говорит друг Сыктывкарца, председатель Республиканской организации ветеранов ВМФ Петр Власов. Чтобы у человека была травма челюсти, височной кости и затылочной кости. Это что за бутылка-то такая термоядерная? Это коктейль Молотова, что ли, в человека прилетел? Да, конечно же, нет. А осколки, когда летят, соответственно, попадают в ткани человека, они могут разворотить человека до неузнаваемости. Понимаете? Почему тогда все это прикрывают? Да потому что хотят свести все на бытовую травму. Потому что никто не хочет лишаться должностей. Кто-то же подписывал приказ о проведении салюта, да, о том, что он принял все это, что он убедился в безопасности. Да хотя никто там не убеждался, просто расписались, вам, ты должен выполнить. Понятно? Понятно. Произошла травма. Зачем рисковать своей должностью, когда можно списать на человека, на простого матроса, да, что якобы он там пил, и якобы кто-то в него бутылкой запустил или драка. Я уверен, что даже сейчас будут версии, да он сам под собой петарду подорвал. Нам удалось связаться с очевидцем трагедии. Светлана в целях собственной безопасности попросила изменить ее имя и голос. В тот момент она как раз находилась на Приморской площади, рядом с центральной трибуной. Мужик такой толстый, ходил с мешком, такой в рубашке, штанах. И он взял эту штуку, как гусиное яйцо, и отдал военному. И военный с ним пошел, да? И туда пошел пиротехником. То, что это была не бутылка, это 100%. Все было четко видно. Его, конечно, подняли неправильно, его не надо было трогать. Еще военный подошел, говорит, не трогайте, не поднимайте его, военный в черной форме. Вот, а этот парень, который был второй такой в тельняшке, да, он же не знал, потом в тельняшку, он его поднял, начал держать, вот это голову прижимать. Тут был в сознании, все видел. Но то, что военные забрали эту штуку, это четко как бы мы все видели. Сейчас Дмитрий уже пришел в сознание и стал реагировать на внешние раздражители. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Вместе с тем, военно-следственное управление Следственного комитета России по Северному флоту инициировало проверку ЧП в Североморске. По результатам примут процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Алексей Корчма, телеканал Юрган.